Меня зовут Сергей Санхядов. Все мы любим блюда бурятской кухни, а с их названиями у многих из нас связаны самые теплые воспоминания из детства. Эти приятные ассоциации хранятся в нашем подсознании, и если увязать их с логикой языка, то это будет очень серьезным шагом на пути его освоения. Что самое интересное, сделать это совсем несложно. Предлагаю убедиться в этом на примере всем нам известного и всеми нами любимого блюда ореомак. Честно говоря, ничего вкуснее в жизни не ел, главное не дать ему остыть. Ореомак происходит от корня оре, это основная форма глагола со значением обвертывать, обвязывать. А с помощью окончания мак от него образуется существительное со значением результата этого действия – обвертывать, обвязывать. Собственно, ореомак и представляет из себя сплетенные между собой внутренности барана. А историческое значение этого слова – веревка, сплетенная из кожи. Часто ореомак называют косичка или закрутка, исходя из тех ассоциаций, которые это блюдо вызывает у носителей русского языка. В принципе, мы с вами убедились в том, что эти ассоциативные названия по своему смыслу очень близки с историческим значением слова ореомак. Ореомак, напомню, что это существительное, образованное от глагола оре. Такой же способ образования существительного мы можем с вами проследить в другом названии блюда, на этот раз уже не свойственного для традиционной бурятской кухни – гренки. Гренки по-бурятски шарагын зугумык хилаема. Шарагын – это уже хорошо известное нам причастие совершенного вида, образованное от основной формы глагола шара со значением жарить. В принципе, шарагын зугумык хилаема, логика этого названия полностью соответствует логике названия уже рассмотренного нами блюда шанагын зохы. И то название, по большому счету, представляет из себя описание технологии приготовления блюда. С тем отличием, что в случае шанагын зохы причастие определяет одно существительное, а в нашем случае их два. В том случае было зохы, а в нашем случае зугумык хилаеман. Хилаеман, думаю, вопросов не вызывает. Это хлеб, а существительное зугумык как раз и происходит от глагола по той же логике, что и оре, ореомак. То есть зугумык происходит от глагола зуга со значением резать ломтями. Соответственно, существительное зугумык, то есть результат этого действия, имеет значение ломать. А зугумык хилаеман – ломать хлеба. Соответственно, шарагын зугумык хилаеман можно перевести как жареные ломти хлеба. Таким образом, мы с вами увидели, что как выглядит взгляд представителя бурятской культуры на блюда европейской кухни, а также как выглядит взгляд носителя русского языка на блюда традиционной бурятской кухни ореомак. Такой вот локальный, но сам по себе очень показательный пример взаимопроникновения культур. Кстати, человек, погруженный в поликультурную среду, по определению обладает более широким мировоззрением. Причем это преимущество может носить вполне практический или прикладной характер, в том числе и в сфере профессиональной деятельности. Мне довелось в этом убедиться, когда я работал с многонациональным коллективом в столице нашей необъятной Родины. Но это вопрос отдельный, если будет интересно, то по этому поводу можно будет записать специальное видео. А сейчас вернемся к нашему слову ореомак. Еще одно прямое его значение – моток. Но, на мой взгляд, такой образ гораздо меньше соответствует, собственно, названию блюда, чем сплетенная из кожи веревка. Все-таки сплести из кожи веревку и красиво сплести внутренности барана
это своего рода искусство. Кстати, самый длинный в жизни оремок я видел в гостеприимном селе Санага Закаменского района. Но в своем цельном виде он тогда просуществовал недолго, поскольку очень быстро мы употребили его по прямому назначению. Хундутунухот, оремок и дикты, сейчас как раз на дворе лето, дахим озатра, поэрте.